Здравствуйте. Талончик, ваш паспорт. Елена Нагуманова сегодня первый посетитель нового центра. Пришла оформить сыну ИНН. Не нарадуется. Говорит, раньше приходилось тратить время на дорогу до ближайшего МФЦ. Сейчас до офисов Юдина ей рукой подать. Раньше гораздо это дольше все проходило по времени, очереди и в разные инстанции приходилось ездить. Сейчас, когда МФЦ есть, все гораздо удобнее. Новый офис на Ильича 28. Это и паспортный стол, и пенсионный фонд, и ЗАГС, и десятки других инстанций. Всего 180 видов услуг. Одновременно в МФЦ работает 10 окон. Специалисты каждый из них за день могут принимать до 200 человек. Для удобства клиентов офис оборудован вот такими компьютерами. За ними посетители самостоятельно могут зайти на портал госуслуг и, например, оплатить услуги ЖКХ или узнать о штрафах ГИБДД. Юдинский МФЦ стал 56-м в республике. Ежедневно такие центры посещают 10 тысяч человек. Не все люди юристы, не все могут правильно читать постановления, документы. Вот наша задача государства все-таки человеку объяснять сложные вещи простыми словами. Мы все больше и больше услуг нам передают, все государственные муниципальные услуги. Вы знаете о стратегии 2.0, да, о том, что МФЦ на самом деле передача идет всех, без исключения государственных и муниципальных услуг, на площадку МФЦ. То есть приемом заниматься государственные органы больше не будут. В республике планируют и дальше открывать новые МФЦ. Уже на следующей неделе многофункциональный центр появится в столичном Салават-Купере. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.